Программа «Столярный» на телеканале БСТ продолжается. В студии по-прежнему Сяуш Рамадзаде, друзья, но не в гордом одиночестве. Если вдруг вы еще не решили по поводу своей будущей профессии, не определили своей будущей специальности, то, возможно, эта беседа будет очень актуальной для вас. У нас в гостях руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан Анна Андреевна Казак. Доброе утро. Доброе утро. И заместитель декана медико-профилактического факультета, доцент кафедры гигиены, кандидат медицинских наук Артем Иванович Агафонов. Доброе утро. Доброе утро. Как я уже сделал некую затравку по поводу определения профессии. Да, и вот, Анна Андреевна, к вам сразу первый вопрос. У нас сейчас во многих сферах наблюдается некий дефицит специалистов. Как в Роспотребнадзоре с этим обстоят дела? Ну, надо сказать, что нашему региону очень повезло. У нас есть прекрасный университет с многолетней историей. Был момент, когда 10 лет не существовало, был закрыт факультет медико-профилактический, санитарно-гигиенический, как он раньше назывался. И в этот период, конечно, такой кадровый голод был специалистов, там, например, где-то 40-45 лет до 55 лет. Вот здесь вот такой прогал есть в специалистах. Да? Но вот если говорить о молодежи, когда факультет возобновил свою деятельность, здесь, конечно, в городе Уфе у нас нет дефицита. У нас заполнены и Центр гигиены и эпидемиологии, и Роспотребнадзор управления в городе Уфе. А вот в территориальных отделах там есть, конечно, у нас проблемы. Особенно в удаленных территориальных отделах, это в Сибае, это в Белорецке. И поэтому мы, конечно, приглашаем, проводим профориентационные какие-то мероприятия, приглашаем и очень надеемся, что наши целевики все-таки пойдут по целевому направлению. А как вообще вот вы взаимодействуете с БГМУ? Там вот, допустим, приходит Артем, вот нужны вот такие специалисты? Или как идет какая-то определенная профилактическая работа? Или каким образом вообще налажена работа? У нас ежедневная работа. Я уж не говорю о том, что я преподаю на кафедре, и наши специалисты постоянно, и всю практику студенты медико-профилактического факультета проходят на базе Центра гигиены, эпидемиологии и Роспотребнадзора. То есть мы их знаем, и даже на последних курсах мы их на полставочки берем на работу, желающих, и у тех, у кого успеваемость хорошая. Поэтому они уже навыки профессиональные на рабочем месте. То есть уже чтобы привыкали, что их ждет. Да. Слушайте, ну вот вопрос как раз к тому, то, что их ждет. Вот если человек поступил, отучился, у него вот узкая, так скажем, специалитет, профилировать, что вот все, кроме Роспотребнадзора, больше никуда. Да, так скажем так. Или есть какие-то еще возможности, горизонты рабочие? Возможности, да, есть, но основное направление – это как раз-таки органы организации Роспотребнадзора, где они могут трудоустроиться также в Центре гигиены и эпидемиологии, и также они могут работать врачами-лаборантами, могут трудоустроиться преподавателями в учебных заведениях. Также могут быть научными сотрудниками НИИ, научно-исследовательских институтов, и работать в ведомственных организациях, то есть частных организациях, но уже по специальности, то есть это по эпидемиологии, либо по общей гигиене. И у них в дипломе так и звучит врач по общей гигиене, по эпидемиологии. То есть факультет дает им широкий спектр возможностей для дальнейшей реализации. Я здесь дополню, что я с гордостью всегда говорю и школьникам, и абитуриентам, что стены нашего факультета, нашего медико-профилактического факультета и Роспотребнадзора, они дают такой широкий спектр возможностей. Это не только гигиена и не только эпидемиология, это и юридическая практика, потому что мы государственные гражданские служащие, это и практика по защите прав потребителей, это ведомственные, не только санитарные врачи и эпидемиологи, потому что наши коллеги, выпускники этого факультета, работают также в лечебных учреждениях республики, но это такие управленческие навыки, да, такие soft skills мы даем, да, коммуникативные, что в любой отрасли наши специалисты всегда востребованы. После таких фраз мне самому захотелось Добро пожаловать. Поступить. Да. Слушайте, а в чем отличие от остальных, так скажем, факультетов? Есть ли какие-то сложности, либо наоборот? Но, в общем, в целом, начало обучения такое же. То есть они проходят
те же самые дисциплины. Первые, Это там, общее, то есть общие, идет? да, направленности, да. Но уже ближе к завершению учебы у них идет направление уже больше профилактическое, то есть у них добавляется дисциплина гигиенического профиля, такие, например, гигиена питания, гигиена детей и подростков, коммунальная гигиена, то есть разновидностей гигиены очень на самом деле много. Ну и как раз-таки Анна Ирина сказала, как раз и новые дисциплины добавили: защита прав потребителей, социально-гигиенический мониторинг. Вот. И наши студенты, они получают не только медицинское знание, и они еще получают юридические знания, то есть это как раз-таки особенность нашего факультета, то есть на других факультетах лечебный, стоматологический, педиатрический, то есть такого нету. Вот. И они могут реализовываться, то есть и в юридических аспектах как раз-таки. Ну, как сказать, то, что Анна Анна Андреевна говорила, сказала, что да. гораздо больше скиллов набирает. Да. Слушай, ну самое интересное для ребят сейчас, у кого ЕГЭ, вот это все подходит к завершению, конкурс для абитуриентов. Есть ли бюджетные места? А бюджетные места Как вообще есть, да. То проходит, есть в этом как, году да? у нас планируется 30 бюджетных мест, 10 это по целевой направленности, 14 это общий конкурс, 3 по 3 места это уже особая квота, то есть это сироты, инвалиды. Но вся подробная информация у нас есть на сайте приемной комиссии нашего медицинского университета. Вот. Кроме бюджетных мест у нас также есть коммерческие, 15 мест в этом году планируется. И в общем 45 мест для нашего факультета. Вы знаете, мы ведь даем целевые не только в наш университет. Конечно, приоритетно это в наш университет целевые места, но у нас наши школьники сегодня могут к нам прийти и целевые участвовать в конкурсе на целевые места и в вузы Москвы медицинские, и в вузы Санкт-Петербург, Омский, Оренбургский медицинские университеты. И с прошлого года мы взяли целевую квоту в ИТМО, это факультет, который выпускает специалистов по информационной безопасности. Потому что сегодня те порталы и программы, на которых работают наши специалисты, они, безусловно, все прошли, все в рамках цифровизации, и, безусловно, нам нужны такие специалисты. Поэтому в прошлом году у нас была 1 квота, в этом году 2 целевых направления в ИТМО для специалистов технического IT-профиля. Слушай, ну я вообще думаю, что вот специалисты Роспотребнадзора за последние, наверное, лет 5 очень сильно укрепили свои рабочие места, учитывая, да, то, что в мире всегда происходило. Слушайте, а как вот вы выбираете вот ребят, которые идут вот к вам на практику? Вы сказали, что мы берем студентов, показываем, вот они практикуются. Тоже, кроме того, что они хорошо учатся, чем еще должны обладать, так скажем, какими свойствами и какими, в общем, Самое главное, чем должен обладать, да, понимаете? человек, который должен вот, самое главное, работать в всегда Роспотребнадзоре? самое ценное, ну, для меня, как для работодателя, потому что Как я не руководитель. только со школьниками, со студентами, вот сейчас у нас будет государственный экзамен. Самое важное – это любознательность. То есть если человек пытливый, любознательный, я всегда говорю абитуриентам и студентам, я всегда говорю, ваша задача – замучить наших специалистов, ваших наставников, чтобы они дали вам все, что они имеют там в своем большом опыте работы. Поэтому главное – это любознательность, безусловно, успеваемость в университете, потому что работа не должна мешать получению новых знаний. И как сказать, и работоспособность, потому что, ну, я приведу такой пример, не в обиду нашим коллегам на других факультетах, когда у нас была ковидная история, и наши специалисты стояли на границе нашей республики, это отбирали пробы в аэропорту, безусловно, справились в помощниках, у нас были и волонтерами, и на работу мы брали только студенты медико-профилактического факультета. К сожалению, лечебники, ребята, поработав немного, они ушли медицинскими инспекторами, они не смогли в ночь и круглосуточно стоять Не на выдержали. этом посту. Ну, может быть, у них мотивация была другая. Так что, друзья, если вы еще не определили свои профессии, то вот там один из тех вариантов, да, как можно обустроить свою жизнь и выбрать хорошую, стабильную работу. Непростую, да, но, как говорится, кому сейчас легко. Поэтому мы благодарим за эту беседу руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан Анну Андреевну Казак, а также заместителя декана медико-профилактического факультета, доцента кафедры гигиены, кандидата медицинских наук Артема Ивановича Агафонова. Спасибо вам большое.